Здравствуйте, друзья! Гости моего канала. Меня зовут Татьяна. На своем канале я делюсь видео из творчества композитора Зиганова, его песни, симфонические произведения. Симфонические произведения представляют сложность для восприятия, и потому что симфония – это вершина творческого пути композитора. Многие композиторы за всю свою жизнь не написали ни одной симфонии. Из башкирских композиторов полномасштабные многочастные симфонии есть только у Даниила Хасаншина, Рауфа Муртазина, Рафаэля Касимова и Рашида Зиганова. У Рашида Зиганова 9 симфоний. И мне всегда было интересно, как создаются они, о чем они, какой смысл. И сегодня я поговорю с Рашидом Рахимовичем Зигановым о первой его симфонии. Скажи о первой симфонии. Хорошо. Ну, прежде всего, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о симфоническом творчестве, с чего все началось. Первая симфония – это сочинение очень давно созданное мной. Всего у меня 9 сейчас симфоний. Первая симфония была создана еще в 1987 году. В прошлом веке, можно так сказать. Это симфония, посвященная непосредственно событиям, которые происходили в это время. Это историческое отражение мира. Мне казалось, что симфоническое творчество должно отражать реально существующие события. В этот период происходила перестройка, происходили, различные сложности перехода нашего государства от такого очень жестко тоталитарного. И я назвал поэтому эту симфонию «Перестройка», но это не официальное название, 1987 год. Она в основном тоне F написана и была исполнена неоднократно. Сейчас просто попытаюсь вспомнить. Значит, первое время она до 90-го года никак не могла быть исполнена, возможности не было у нас, и с симфоническим оркестром была проблема. В 91-м году она прозвучала на фестивале Республик Урала и Поволжья в городе Йошкар-Ола в исполнении Государственного симфонического оркестра Республики Марий-Эл под руководством Владимира Прасолова. А также была потом... Нет, мне кажется, даже чуть раньше она была, где-то в 90-м году или в 99-м году записана в Казани в радиокомитете для ГТРК Башкортостан. Запись это меня больше всего, мне больше всего нравится, я о ней много вспоминаю, так как записывал Татарский государственный симфонический оркестр. Это очень замечательный был коллектив под управлением Фуата Мансурова, ныне покойного, самый, наверное, титулованный дирижер. Хотя мне кажется, что исполнение в Уфе было тоже достаточно удачным. В Уфе она была впервые исполнена дирижером, талантливым дирижером нашим, главным дирижером оперного театра. И в то же время он занимался и исполнением симфонических произведений. В данном случае за кадром видно исполнение Виктором Платоновым симфонии первой. И это сочинение, в общем, произвело какой-то резонанс. Были написано несколько статей. Вот я держу одну из них в газетах того времени. О чем это сочинение? Оно о тех проблемах, с которыми сталкивалась наша страна
С одной стороны, проблема экономическая, как поднять экономику, как сделать все достаточно богатой страну. С другой стороны, экологическая проблема. Предприятия, которые строились на Южном Урале, они были большинство очень токсичными. Но этого было мало. Южный Урал стали использовать как такую всероссийскую помойку, где сваливали даже ядерные отходы позднее, около Челябинска. Но до сих пор мы пожинаем плоды. Но тогда мы об этом не знали, это все было достаточно засекречено. Важно было другое, что люди, думая, что они создают промышленность, на самом деле создали себе проблемы. И вот все это в душе у меня, оно, конечно, вскипало, и симфония, она отражала эти процессы. Я кусочки музыки поставлю, но могу сказать сразу же, что это, скажем так, очень жесткий материал. Так, сейчас попробуем найти все-таки главную партию. Главная партия, как она выглядела. Такое суровое ощущение, что время, оно покажет все неприятности, которые произойдут с нами из-за такого пресса на экологию, на природу, на прекрасную природу Башкирии. И, в общем, тогда, еще в 1987 году, я болел и предвидел все, что произойдет, и вы, наверное, знаете, что и рутений, и фенол, и все эти трагедии экологические, они как в зеркале отразились в этой музыке. Вторая тема, это побочная партия, она как раз гимн красоте башкирской природы, вот это соотношение машины, которая разрушает наш общий дом, и прекрасная природа, которая пытается противостоять этому человеческому прессу, этой глупости, можно сказать, хозяйственной глупости людей, которые не понимают, что творят и чем все это закончится. И даже тогда, в 1987 году, было все это понятно, ну, грамотным, образованным людям. Но, даже, с другой стороны, сейчас руководители многие, хозяйственники не понимают. То есть прошли годы, вот сколько это уже, 40 лет, но сознание не меняется, и не понимают ни эту музыку, ни те проблемы, которые существуют. Есть самое главное. В симфонии звучит очень сильно адаптированы мелодические линии, две побочные партии, которые перекликаются с башкирским фольклором, но являются оригинальными и являются символы красоты, прекрасного, противостоящими угрозе разрушения, экологического бедствия. Иногда говорят, что урбанизация, она всеобщая, что невозможно сохранить в чистоте, невозможно сохранить этот мир. Но понятно, что деятели культуры, искусства все равно в это не верят и создают произведения, которые жизнеутверждающие, которые говорят о том, что и все же мир может быть сохранен, мир может оставаться прекрасным, и можно найти такие пути, которые бы и как бы удовлетворили потребности человека в материальных благах,
и в духовных благах, и в то же время сохранили природу. Ну вот я сейчас вижу, что не получается, потому что все это в сознании. Если люди не понимают этих процессов, то и само сознание не развивается, не совершенствуется. Ведь какую музыку слушает современная молодежь? Эта музыкой не является. Она разрушает их интеллект, разрушает их сознание, разрушает. И это никак не связано с влиянием тлетворным, как у нас говорят, тлетворное влияние западной музыки. Это внутренняя глупость. Любая вот эта механическая, я ее условно называю лесопилка, которая заменила музыкальное творчество и которая заменила действительно интеллектуальное обогащение, звуковое обогащение современной молодежи, они вырубают что-то такое бьющее по мозгам, ритмическое, похожее на работу станка или какого-то завода, дополняют этого бормотанием, нелепым бормотанием каких-то, значит, стишков, в кавычках возьмем. Все равно, что это современные, значит, псевдо-стишки или рэпня, или рэп, или еще какая-то дребедень. Ну вот, это то, что заменило. И заменило оно естественным образом. Мы не бережем себя, не бережем окружающую природу, не пытаемся слушать пение птиц, пение. Кстати, в симфонии у меня есть целый эпизод, в котором я просто записал порядок пробуждения утреннего, рассветное пробуждение птиц, и деревянные духовые инструменты воссоздают этот птичий, значит, птичьи перепевы в деталях, в абсолютных деталях, в той последовательности, в которой они обычно бывают рано. Начинается там соловей, потом появляются, значит, воробьи, какие-то еще птицы-синицы. Я сейчас уже не помню. Мы пишем это видео в 2021 году. Для меня 807 это какая-то такая глубокая древность, из которой я уже ушел. Но я помню, что эти образы природы, эти сосны, пение птиц, олицетворение всего доброго, что есть в человеке, именно это должно было бы развиваться в душах людей. Если бы мы шли по направлению правильного и индивидуального интеллектуального совершенствования. Но этого не случилось, так как для этого нужно было улучшить образование, должно быть в образовании преподавание медицины и психологии, и генетики в том числе, чтобы люди понимали, как происходит процесс совершенствования интеллекта, что происходит с человеком, с его слухом, с его нервной системой при таком обращении с природой и окружающей средой. Все эти мысли во мне пробудились и, наверное, будут жить в этом сочинении, которое многие люди понимают и оценивают. Я слышал много разнообразных отзывов, в том числе и положительных, от высокоинтеллектуальных людей своего поколения. Но, к сожалению, не все поколения обладают достаточным багажом, чтобы понимать сложные процессы в музыкальном искусстве. В более молодых поколениях интеллектуальная элита, мне кажется, недостаточно плотная, по моему субъективному ощущению. И дальше происходит процесс некоторой деградации, то есть ослабления образовательного уровня и общей гуманитарной подготовки. Таким образом, все, что я предчувствовал, предрекал в 1987 году, как бы отражается и в самой симфонии, и в жизни, и в моих мыслях. То есть музыка – это отражение того мира, в котором ты живешь, того мира, который ты чувствуешь. Теперь несколько слов о технических приемах. В симфонии есть несколько интересных приемов. Первый – это полифонизация тембровых групп.
Это параллельное движение различных образных линий. Их в симфонии ведут разные группы оркестра. Первая группа деревянные духовые – это природа. Группа ударных и медных – это вторая полифоническая линия, остро-диссонантная, которая с экспрессивным эмоциональным тонусом, с таким энергичным темпом создает тупой революционный напор. Предположение такое, что мы, будучи с помощью изменений, революционных преобразований, мы сможем изменить самое главное – интеллект человека, его чувства, его доброту. Все это, безусловно, огромное заблуждение. Человек не менялся в нашем обществе, и предположения классиков марксизма-ленинизма, в общем-то, были ошибочные. Требовались стимулирование, требовалось особое поощрение наиболее интеллектуальных и развитых людей общества, а не уравниловка и не вот эта всеобщая нищета. Третья линия – это струнная группа. Это олицетворение чувств, переживаний, сопереживаний, то есть способности к эмпатии. Это душа человека. Каждая группа выполняет свою функцию в музыкальном произведении. Линии сталкиваются в симфонии, и становится понятно, что только доброта, только красота с большой буквы, доброе отношение к человеку является истинным направлением развития цивилизации, развития искусства, да и, пожалуй, политики и общества в целом. Мне тогда казалось, что это вот моя такая находка или предположение в те годы, что, как я понял, должно было развиваться в людях, и это должно было развиваться в обществе в целом. Но, как вы понимаете, страна шла другим путем, тем, которым она шла. И здесь я, пожалуй, не буду вдаваться в политические подробности. Сейчас они даже опасны. В 2021 году разговор на эту тему, а туда ли мы едем, чреват последствиями. Так, у вас какой-то вопрос. Ну ладно, я отвечу. Так, перестройка. Это было тяжелое время. Я уверен в том, что сама по себе это правильная позиция Михаила Горбачева. Страна не могла развиваться, идя вот по прежнему пути, она продолжала деградировать бы, и поэтому он попытался изменить ситуацию. Ну, скажем так, народ не готов был меняться. Ему нужен был лидер тоталитарного толка, вроде Сталина, а не демократ Горбачев. Да и поколение новое еще не появилось. Естественно, Горбачев был освистан, обруган, хотя мне казалось, что он был просто замечательный человек. Он дал возможность нам всем понять, что есть другой способ развития, есть способ нахождения общего языка с демократическими государствами. Ну, этот путь показался нам неправильным. Тебе тяжело писалось или легко? Так, отвечая еще на один вопрос, тяжело ли писалось? Да, тяжело. Тяжело писалось это сочинение по многим причинам. И мысли были сложные. Да и в целом в то время симфония вообще тяжело писалась, это долгий процесс. Помимо вдохновения, здесь много технических задач и реализации. Это не простая песня, которую можно сделать за 15 минут. Симфония пишется годами, иногда с перерывами. Я был не уверен, стоит ли мне описывать все эти процессы. Там были сложные, такие как ГКЧП, еще какие-то вещи. Сейчас я не помню, приходили ли такие тенденции, как возврат к сталинизму. Я очень негативно отношусь к
к этому явлению была еще Андроповщина. Ну, в общем, всем казалось, что мы куда-то катимся назад. И это была страшная картина. Поэтому я был не уверен, можно ли вообще говорить о содержании симфонии. Но сейчас, в 2021 году, я чувствую, что волны приходят и уходят. Истина должна остаться. Мне хочется говорить и помнить, о чем я думал, когда писал первую симфонию. Потому что я был убежден, что есть светлый путь, правильный путь, что мы придем к истинной чистоте природы, к здравомыслию, к демократии, к доброму отношению друг к другу. Но в 2021 году я почувствовал явно, что мы движемся ровно в противоположное направлении 1937 года. Но все же я надеюсь, что все будет хорошо. Для создания симфонии чего нужно больше? Вдохновение или труда? Ну а для симфонии, для создания необходимо не только вдохновение, но и труд. Труд необходим в большом достаточном объеме, но не бездарный труд. Бессмысленный труд мы проходили уже, мы этим занимались, строили социализм. Это бездарный труд, неквалифицированный, оскорбительный для людей. Как лошадь. Она выполняет огромную работу, но зарплату получает сеном. Мы точно так же, в общем-то, делали. Строили Беломорканал, каскады гидроэлектростанций, а зарплату получали, ну, не сеном, а очень низкую. И жили очень скромно, плохо. Прилавки были пустые. Ну, в общем, это, конечно, неправильный, не вдохновенный, неквалифицированный труд. Что такое вдохновение? Вдохновение – это сложная вещь, но это все-таки искра. Один момент. Такой всплеск. Когда получаешь огромное удовольствие, возникает озарение, ты понимаешь, как нужно сделать то или иное явление, то есть эту работу, эту симфонию. Но всегда остается более сложный вопрос. А как сделать так, чтобы остальные поняли, что ты сделал, или поняли, как правильно двигаться, идти и думать. И в симфонии я понял, каким путем мы должны были идти. Это и есть вдохновение. Вдруг понимаешь, что есть правильный, интересный способ передачи информации, знания через искусство, через симфонические произведения, такая зашифрованная трансляция в следующее поколение. Но что, получилось у меня или не получится, вот прошло уже много лет, посмотрим, получится, нет. Таким образом, по моему мнению, вдохновение очень короткий момент, но чтобы реализовать его, чтобы оно появилось, требуется очень много просто сидеть и писать. Ведь тогда еще не было современных компьютерных технологий, облегчавших труд. То есть не было высококвалифицированного труда. В 1987 у нас было все очень с этим сложно. Я, правда, уже начал осваивать такие примитивные компьютеры. Я помню их сейчас, Sinclair Spectrum он назывался, совместно производство. Но это все было такие отставшие технологии, что мне даже смешно сейчас рассказывать. В общем, мы сильно отставали в технологии, которые облегчали труд. И мне приходилось все делать вручную, на бумаге. Обратите внимание на ручной переплет, на страницы, написанные тушью. Это огромный труд.
Вручную тушью наносился каждый знак на партитурный лист. И это было тысячи, миллионы знаков. Но мало было написать партитуру. Требуются еще голоса, оркестровые партии. Они выписывались тоже вручную. Это фолиант адского труда. Гигантская работа. Всю работу я выполнял обычно один, без переписчиков, помощников. И этим отличался от многих композиторов, которые использовали труд, ну, в кавычках, рабов. Сейчас, конечно, я усовершенствовал технологию. Мне помогает виртуальная система, которая размножает партии для симфонического оркестра, прессует клавир для предварительных репетиций. То есть из партитуры выжимаются основные голоса, чтобы можно было предварительно проверить, что вышло в партитуре. Но все это все равно требуется какая-то ручная работа. И хотя часть ручной работы механизируется, но невозможно механизировать самое главное. Это внутренняя работа над смыслом произведения. Ну и не механизируется вдохновение. Удовольствие получаешь не в процессе механической работы, а в процессе создания самого сочинения, его сердцевины, его идеи. Хотелось бы что-нибудь переделать в симфонии? На вопрос, хотелось бы мне что переделать, могу сказать. Вообще я такой человек, который всегда хочет что-то переделать, но понимаю, что если я буду переделывать, то этот процесс будет бесконечным. И через 40 лет я захочу снова что-то переделать, если доживу. Должно все оставаться в том виде, пускай даже не в совершенном, и на том интеллектуальном уровне, которого я достиг в 1987 году. С теми чувствами, передающими свою эпоху, с тем настроением. А если я переделаю сочинение, то это будет другая музыка. Ну вот на этом я заканчиваю, прощаюсь с вами. До следующих встреч во второй и третьей симфонии. Всего доброго.